Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И кавалер ордена Кадырова, военный комиссар Чеченской Республики, полковник Руслан Нумахаджиев. Осенний призыв в вооруженные силы. Вот об этом сегодня и поговорим. Маршал. Да, маршал. И сразу переходя к нашему разговору. Мой первый вопрос. Осенний призыв 2024. Каковы планы на данный призыв в Чеченской Республике? Всем добрый вечер. Принципиальных отличий от этого осеннего призыва, так скажем, от весеннего призыва никаких нет. По такому же принципу мы призываем юношей, подлежащих призыву, от 18 до 30 лет. Изменений пока нет. Хорошо. А сколько призывников пополнит ряды вооруженных сил в этом сезоне нашей армии? И насколько их число будет отличаться от прошлого осеннего призыва? Ну и весеннего, скажем так. У нас в прошлом году, ровно год тому назад, служить убыло ровно 500 человек, 500 юношей. Весной тоже 500 юношей у нас убыло. И осенью у нас убудут 500 юношей проходить военную службу по призыву. Призыв, как известно, уже начался. С 1 октября мы осуществляем призыв, работаем в этом направлении. Уже у нас отправлено в такие регионы, как Ростов, Астраханская область, Волгоградская область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Мы уже осуществили. Как говорится, команды уже ушли. Уже ушли, да. На место службы. Так точно. 500 призывников уходят в другие регионы, или же половина остается в Чеченской Республике? Никак нет. Я я вам сейчас скажу. У нас 200 человек уходят, 400 человек уходят в другие регионы Министерства обороны Российской Федерации. Из этих 400 человек 200 человек уходят у нас по России, а 200 человек остается в Южном военном округе. Это скажем так, на Северном Кавказе. 100 военнослужащих – это войска Национальной гвардии, которые остаются у нас на территории Чеченской Республики. Хорошо, я вас понял. А каков порядок получения повесток для призывников? Тут можете раскрыть секрет маленький? Как обычно. Говорят электронный, бумажный, по почту. Вот как все это происходит? Правильно, так оно и происходит. Можно бумажные, в данный момент мы используем бумажные повестки. Мы по почте, там через посыльных рассылаем эти повестки, оповещаем, и гражданин прибывает на призывной участок. Обязательно в руки, обязательно, прошу прощения, да. Обязательно в руки, обязательно расписаться? Конечно. Нельзя оставлять ни у соседей, нигде. Не, он сам должен получить. Сам получить, расписаться да, и прийти. Мы должны убедиться, что данный юноша находится дома, что он готов призваться, потому что если мы этого юношу не призовем, нам надо искать альтернативу ему. А сколько времени отводится призывнику для явки в военкомат после получения повестки? И какие последствия, я продолжу, ожидают за несвоевременное появление? За опоздание, скажу так, по-простому. Вам скажу как. На повестке указана дата, время, когда должен прибыть юноша на призывной участок. Там расписано все. Например, прибыть такого-то числа к такому-то времени. Он должен, юноша, прибыть именно в эту дату. Потому что повестка отдается, так скажем, с разницей во времени 2-3 суток. Вот она отдается. И что ждет его? Там обычно штрафы от 10 до 30 тысяч. Раз не пришел, 2 не пришел, 3 не пришел. Над этим сейчас Министерство обороны работает. Сейчас, я так думаю, с 1 ноября у нас будут введены кое-какие изменения в этом. Там решают вопрос, ужесточить этот вопрос за, так скажем, игнорирование этого процесса призыва, отказа, уклонения, так скажем. Если юноша уклоняется от
прибытия в военный комиссариат, за это ему будут какие-то санкции введены. Вот, и тут у меня тогда следующий вопрос, товарищ полковник. А как избежать уклонения от призыва, если человек находится, допустим, в командировке, на отдыхе или работает на вахте по 3 месяца, по полгода? Докладываю голосом. Любой гражданин, любой юноша, который убывает, например, он здесь зарегистрирован, он здесь проживает, он здесь стоит на учете в военном комиссариате в Чеченской Республике, например, в своем районе. Но он убывает куда-то, например, на работу, на полгода, на 3 месяца. Он в течение 3 месяцев обязан стать на воинский учет там, где он находится. И он становится там на воинский учет. Это если он там работает, учится, какую-то сферу деятельности, чем бы он там ни занимался, он обязан там стать на воинский учет. Если он там не становится на воинский учет, он уклонист. И вот и тамошний военный комиссариат на месте его призывает. То есть ничего не изменилось? И абсолютно. Все осталось так, как оно было и есть? Пока да. Пока да. Хорошо, а срок службы остается прежним, 12 месяцев, а то есть некоторые слухи, которые говорят, что полгода, 1,5 года, 3 года, 2 года. Не-не-не, слухам, как всегда, нельзя верить. Пока что никаких директив и указаний сверху мы не получали. 12 месяцев и все. Для юношей, которые у нас уходят служить, они уходят ровно на 12 месяцев. И тут такой вопрос, товарищ полковник, который волнует многих наших граждан СВО, а точнее, отправят ли в зону проведения СВО служить срочников? Могут ли их призвать на спецоперацию? Никак нет. Не имеют права и не призовут. Конечно, я знаю, муссируются эти слухи, что они сейчас уйдут куда-то на СВО, куда пойдут. Никак нет. Солдат срочной службы, во-первых, прибывает в свою войсковую часть, куда он предназначен, куда я его отправляю с предписанием. Он прибывает туда. Там у него проходит курс молодого бойца, обучение военному делу. Все это там проходит на месте. Далее, по своему округу. Например, он призвался, например, какой-нибудь там дальневосточного, там куда-то в Московский военный округ или Ленинградский, там еще куда-то. Но призвался он какой-нибудь военный округ. Даже возьмем наш южный военный округ. Южно, не будем далеко ходить, наш южный возьмем. В южном военном округе кто дает указания, кто дает приказы? Командующий южным военным округом. После того, как он прошел действительно обучение 3-4 месяца, когда он уже, так скажем, юноша чуть-чуть готов, даже тогда его нельзя отправлять на СВО. Его не отправят ни командующий не издаст приказ, ни один командир части не издаст приказ под это. Но его самое страшное, куда могут отправить, это на блокирование, куда-то там постоять сзади пограничников, там где-то там, и все. Больше его никуда не отправят. Вот это я однозначно, я знаю 100%. Почему? Потому что я разговаривал и с командирами частями. Мы каждый день работаем с ними, даже по нашим юношам. У меня есть, я и в прошлый раз в вашей передаче отмечал это, и сейчас говорю, у нас есть общественная организация, которая непосредственно работает с нашими призывниками. Они как бы занимаются адаптацией наших юношей в вооруженных силах Российской Федерации. И они каждый, даже в любой момент можно у них спросить, они мониторят, что там происходит и как. Да, они на прикрытии где-то государственной границей, да, есть. Но на территории Украины наших ребят срочников нет. Нет, и быть не может. И быть не может. Хорошо, что сегодня пришли и вот этот вопрос закрыли. Вы сегодня успокоили очень много родителей. Надеюсь. А какие военно-учетные специальности наиболее востребованы сегодня? И есть ли кандидаты для научных род из нашей республики? Так, для кандидата для научных род, это вы, наверное, имеете в виду айтишников? Айтишников, да, по-простому, если сказать. Да. Этих айтишников у нас пока нет, у нас и план задания нет на айтишников, если честно сказать. Если мне дадут, так у нас как в вооруженных силах, как бы мне дают план задания, например, 500 человек, из этих 500 человек я должен поставить столько-то специалистов. Там должны среди этих 500 человек находиться
по военно-учетной специальности, например, столько-то человек. У нас на республику ВУЗ на сегодняшняя военно-учетная специальность только на водителей. Это водители категории С и водители категории Д, которые могут водить такие транспортные средства. Именно на них у нас есть план задания, который мы успешно выполняем, и у нас проблем нет. Самые такие, так скажем, отвечая на ваш вопрос, какие востребованы, это водители категории С и Д. Возвращаясь к вопросу СВО. Добровольно, если я прохожу срочную службу, добровольно я могу вступить? Так, докладываю. Или как этот процесс пройти, если я хочу добровольно уйти? Вы знаете, что в любых подразделениях, в любых частях есть политработники, так. Сейчас введены. Они есть. Это их святая обязанность и святая, так скажем, возложенная на них задача. И они занимаются этим, и агитация занимается, и доводят до юношей всех, чтобы они заключали контракт. Как я раньше говорил, солдата срочной службы нельзя отправлять на СВО. На СВО может поехать только военнослужащий, заключивший контракт. Только добровольно? Только добровольно. По-народному? Контракт заключает только добровольно. Если юноша наш, который убыл отсюда, или откуда-нибудь, он добровольно заключает контракт с Министерством обороны, он тогда, даже если и просит, что его отправили на СВО, даже бывает и такое, вопросов нет. Тогда отправляют, заключают с ним контракт, смотрят, насколько он подготовлен. Но первые 3 месяца его никуда не отправят, конечно, потому что с ним его надо научить сперва, научить чему-нибудь. Его сперва научат, а потом только заключают с ним, предлагают. Проверят, сдаст Да, экзамены. и предлагают ему заключить контракт. И вот тогда, если он сам добровольно захочет заключить контракт и захочет убыть на СВО или куда-нибудь еще, рассматривают этот вопрос, и командование той войсковой части, где он проходит военную службу, они как бы отправляют юношу нашего или не нашего куда-нибудь на СВО. Только так, по-другому никак. Смотрите, товарищ полковник, тут такой вопрос, который тоже интересует многих, может быть. Кто может рассчитывать на отсрочку? Или какие основания для освобождения от военной службы есть на сегодняшний день? И еще, какие альтернативные варианты службы существуют у нас здесь, в республике? Давайте я начну со второго вопроса. Прошу. Сразу закрою этот вопрос. Альтернативная служба, это до сих пор была, есть, остается, это служба в госпиталях. Ну, там, конечно, у нас юноша служит 12 месяцев, а там срок службы увеличивается, если я не ошибаюсь, 1,8, год и 8. Альтернативная служба, он как бы там санитар, как медик, который ухаживает за больными. Вот так назовем. У нас таких вопросов еще не возникало. Ни один юноша у нас не захотел... То есть у нас на территории Чеченской Республики таких случаев нет? Нет. У нас никто не хотел. А с чем вы это связываете? Я не знаю, с чем это связано. Там мы даже... Лучше идти служить? Конечно. Отслужил свой год, пришел там достойно, чем альтернативно. То есть это понятие не для наших? Не для наших пацанов, поэтому это нет. Хорошо, снимается вопрос. А до этого еще один какой-то... А кто может рассчитывать на отсрочку? На отсрочку. Какие есть основания для освобождения от военной службы? Ну, это первостепенно, это те юноши, которые у нас находятся в стадии обучения, которые получают первое обучение после окончания среднего общеобразовательного учреждения. Это, например, люди, которые поступили в вуз или колледж, получают первое свое образование. Они имеют право на отсрочку, пока не закончится их обучение. Ну, конечно, если они будут обучаться по очной форме. Вот, раз. Второе, это я вам сейчас говорю, которое у нас в республике наиболее распространенное. Второе, это опекуны. Бывает ребенок, ну так, юноша один, больная мать, отец, и он является единственным опекуном. Вот это тоже
ну, там есть много вариантов, которые можно рассмотреть на отсрочку. Но самые основные именно вот эти формы, которые особенно у нас сейчас, это актуально, это учеба. Потому что наши юноши постоянно учатся. Но еще это очень хороший вопрос. Даже за то, понимаете, вот что бывает. Юноша, когда поступает в высшее учебное заведение, или он получает опекунство, так скажем, над кем-то, не считают нужным прибыть в военный комиссариат, положить документ в свое личное дело, что он действительно является опекуном или не является учащимся такого-то иного-то. Это обязательно? Обязательно. Почему? Потому что... Поставить в известность военный комиссариат. Потому что если он поставит в эту известность, это проверит, запросит то учреждение, где он проходит обучение, спросит, и он не получит повестки, ему автоматически сделают, его, конечно, вызовут, сделают, предоставят отсрочку, и все, он может спокойно продолжать свою учебу, к нему вопросов больше нет, пока он не закончит эту учебу. Если его отчислят, учебное заведение нас ставит в известность, что такой-то человек отчислен, и мы его можем забирать. А в каких случаях призывники могут обжаловать решение призывной комиссии? Согласитесь, и такое может возникнуть? Или может возникнуть, но я сейчас вам скажу. У нас такое возникает? Сейчас я вам скажу. Например, призывная комиссия, районная призывная комиссия, где он проходит, например, какой-нибудь район возьмем. На ваш выбор, какой район мы возьмем? Назовите. Ну, давайте, Шалинский. Шалинский. Там сидит Шалинский район. Сразу там... предупредим, что это образно. Это пример. Прошу. Примерно. Шалинский военный, там у нас 3 района входят у меня в этот комиссариат. Это Шалинский, Курчаловский и города Аргуна. Ну, например, Шалинский. Там призывная комиссия Шали. Кто является председателем? Является глава. Является председателем призывной комиссии. Кто может пожаловаться и сказать, что призывник жалуется на председателя и на эту комиссию? Он кому может пожаловаться? Только вышестоящему, который может принять меры. Вышестоящее – это республиканское. Республиканское кто является председателем призывной комиссии? Да, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, герой Российской Федерации. Вот, например, пожаловались они главе, посмотрели, актуально или не актуально. Там вопрос решается в одночасье. Раз, если действительно наш юноша прав, то, конечно, будет воздействие на призывную комиссию. Им будут указано, где они что неправильно сделали или аннулируют их решение. Что-то такое будет. Но, например, не согласны с республиканским. Во что я не верю, конечно, но вдруг. Тогда только в суд обращайтесь, больше ничего. То есть таких случаев у нас в республике нет? Пока нет. Вот это самое главное. Есть ли у призывников и их семей тоже такой очень актуальный вопрос? Если у них остались какие-то вопросы, куда они могут обратиться? Вопросы какого плана? Призыва, постановки на учет, но все, что касается призывника. Куда они могут обратиться? В свой районный военный комиссариат приходят, и им любой, даже вплоть до военного комиссара. У нас приемных часов, вот я сейчас ехал на вашу передачу, я отдал указание военным комиссарам, что приемные часы нигде у вас не обозначены. С 8:30 до 17:30 любой гражданин Чеченской Республики, который придет с каким-нибудь вопросом, вы обязаны его принять. Я вот сюда. С 8? С 8:30 до 17:30. В любом? В любом военном комиссариате у нас принимают. Любого района? Любого района. Не обязательно ездить в центральный? Конечно нет. Сперва надо в своем районе решить этот вопрос. Ну а если у меня возникли вопросы, которые, я думаю, решить может только центральный военный комиссариат? Республиканский вы да. имеете в виду? Ваш вопрос я в любом случае решу, не переживайте. Не мой. Но любой, вообще. Они ко мне приходят. Они бывают приходят, что где-то как-то вопрос не решается. И такое, к великому сожалению, у нас бывает. Я принимаю меры. Бывает такое. У меня тоже с 8:30 до 17:30 прием не останавливается. Приходят? Еще приходят. Спрашивают?
Конечно, но в связи Самые частые вопросы, которые вам задают. Ну, это в связи с СВО, сейчас, который проходит СВО, у нас мало бывает вопросов по призыву, по правде, честно вам говоря. У нас вопросы, связанные с СВО, там пенсии, по потере кормильца, там по выдаче удостоверения. Насчет призыва вопросов нет. Пока не было таких. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный, актуальный разговор. И завершая наш разговор, вот что бы вы хотели сказать нашим призывникам и их родителям? Что пожелать? Призывникам и их родителям. Родителям я хотел бы пожелать и успокоить, не переживать за своих юношей, потому что юноши в любом случае, они защитники, как я раньше говорил, и своих семей, и своей страны, своей республики. Они должны уметь и хотеть защищать свой дом. Родители должны всегда этому способствовать. Другое я хотел бы сказать сегодня, потому что план задания у нас, как я отмечал, у нас есть, мы его по-любому выполним, там вопросов нет. Те, кому положено пройти военную службу, они пройдут эту военную службу, тоже вопрос снимается. Есть другая проблема, которую я хотел бы озвучить сейчас. Проблема такая заключается. У нас очень много граждан, пребывающих в запасе. Я хотел бы им обратиться в первую очередь. Граждан, пребывающих в запасе, которые от 30 и выше, до 55 лет, которые они состоят на учете в военном комиссариате. Многие из них без военных билетов. Военный билет выглядит именно вот так, красного цвета. Я прошу, призываю, чтобы они пришли в свои районные военные комиссариаты и получили эти военные билеты. Они выдаются совершенно бесплатно, никому ничего не надо платить, никому не надо ничего давать. Просто прийти, подать заявление и забрать свои военные билеты. Другое я хотел бы еще сказать. У нас организаций много, силовых структур много. У нас всегда пополняются молодыми людьми, рабочие места занимаются. И зачастую они требуют с юношей либо военный билет, который я показывал при устройстве на работу, либо вот это удостоверение, это призывника удостоверение. Оно выглядит именно вот так. В народе называется приписное. Приписное свидетельство называется, вот это. Я хочу довести до руководителя организаций, до силовых структур. Вот это удостоверение выдается человеку, юноше, который будет призван. Вы знаете, когда вы его берете на работу, я его призову в армию. Он будет призван в армию. Готовьтесь к тому, что скоро его заберут в армию, когда вы его берете на службу или на работу куда-то. Он призывник, у которого есть именно вот это удостоверение. Другое у нас есть еще офицеры запаса, которые находятся в запасе. Вот их военный билет. Я хочу и говорю вам, чтобы вы пришли, тоже офицеры, чтобы на себя выписали вот эти военные билеты, так как вы являетесь офицерами запаса, и получили эти военные билеты. Далее кто-то сочтет то, что я сейчас говорю, там к чему-то призываю, там где-то что-то. Нет, ни к чему не призываю, никто вас не призовет. Никто вас потом по адресам вытаскивать не будет. Если вы думаете, если без билетов я не смогу по мобилизации призывать, это заблуждение. Все равно вся информация есть. Просто это ваш документ, который в наличии у вас должен быть. У всех. Все, спасибо. Спасибо вам. Хорошая информация. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Добавить и, мне кажется, убавить тут нечего. Самое главное, не болейте, будьте здоровы. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И кавалер ордена Кадырова, военный комиссар Чеченской Республики, полковник Руслан Нумахаджиев. Удачи. И еще раз, не болейте, берегите себя.